понимаю, что очень сложно говорить обо всех недостатках и их исправлениях, когда не всегда государство тоже уделяет особое внимание техническому оснащению, социальным вопросам. Мы должны исходить из тех возможностей, которые у нас есть. Страна, я думаю, что здесь не секрет, за последние 10 лет потихоньку скатывалась в пропасть криминальных отношений и разборок. Когда в ряде государств предпринимались меры, направленные на борьбу с преступностью и криминальными авторитетами, у нас же стали лелеять эту среду. За короткий период количество авторитетов и так называемых смотрящих возросло в разы. Зачастую после совершенных преступлений представители силовых структур обращаются к ним. Тем самым налицо, еще раз говорю, бессилие правоохранительных органов. Криминал же, чувствуя свою, в кавычках, востребованность, затем пытается влиять на экономические и политические процессы. К сожалению, я еще раз констатирую, силовые структуры при этом выглядят, к большому сожалению, слабо. В рядах МВД нет единства, готовности проводить жесткую политику по отношению ко всякому роду криминала. Такая ситуация сложилась из-за слабой финансовой поддержки, мы это признаем, технической оснащенности, ну и, конечно, кадровой политики. Многие годы после войны МВД опиралось на кадры, подготовленные еще в советский период. Сегодня следует уделить особое внимание физической подготовке, морально-психологическому состоянию личного состава. Если это мы не будем делать, если это не будет уже начато сегодня, то, к сожалению, завтра будет уже поздно. Нельзя не отметить отсутствие работы в оперативном плане. Надежда только на имеющиеся слабые технические возможности и мероприятия, проводимые с помощью них, не решают всех стоящих перед МВД задач. Ждать получения информации от тех пока имеющихся маленьких возможностях, здесь говорилось о биллинге и о других каких-то возможностях, это не та полнота информации, которая обеспечить может всю ту работу, которая необходима для того, чтобы довести уголовное дело до завершения. То есть, а завершение – это в суд, чтобы попали качественные материалы, и человек понес бы соответствующее наказание. Слаба или практически ее нет, этой работы с агентурой. Здесь ничего секретного нет. Вся работа МВД, других структур специальных строится на этом. Хотелось бы еще раз нацелить весь личный состав на борьбу с распространением наркотиков. Говорить о большом эффекте пока еще не приходится, хотя видна значительная работа этого года. Также слаба работа по линии ГАИ. Продолжают иметь место грубейшие нарушения как со стороны гражданских лиц, так и со стороны самих правоохранителей. По всем этим направлениям, о которых и вы сами говорили, нужна информационно-просветительская работа. МВД и всем тем, кто неравнодушен к этим процессам, нужно объединить усилия и начать заново все эти работы. Думаю, что можно было бы продумать и провести год 2018 год под лозунгом борьбы с наркотиками. Считаю необходимым хорошенько министру внутренних дел, заместителя министра рассмотреть кадровую расстановку, посмотреть, насколько люди готовы и где у вас есть резервы. 2667 человек у вас по штатному расписанию, а при этом у вас работает 1662 человека. Если бы эти 1662 человека работали бы с полной отдачей и каждый день, результаты были бы совершенно другими. Должна быть реальная картина расстановки кадров. И тогда все остальные вопросы, связанные с обеспечением той или иной структуры, будут реально возможными. Правительство следует изыскать возможности улучшения технического оснащения и вопросы поднятия заработной платы. Да, делаются первые шаги,
Конечно, нужно поддерживать милицию. Конечно, нужно создавать ее техническую оснащенность. Но надо еще и эффективнее работать с тем, что есть у нас. Количество регистрируемых преступлений стало больше. Но качество работ по этим преступлениям, которые зарегистрированы, к сожалению, стало меньше. И требую и от Министерства внутренних дел, от его руководства проводить соответствующие работы, нацеленные на то, чтобы к концу года результаты и показатели вашей деятельности изменились бы в лучшую сторону. А те, кто не хочет и не может, нужно прощаться.